Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Мухаммедьяр. Я бедняга скромный. Казань издревле была обителью для ученых и поэтов. Библиотека университета Мухаммад Аламия гостеприимно раскрывала свои книжные сокровища перед алчущими знаний, а трибуной для странствующих поэтов-дервишей служили базарные площади. К большому сожалению и великой трагедии эта библиотека сегодня полностью утеряна. Казанские ханы, как истинные восточные правители, любили услаждать свой слух голосами придворных поэтов. А Сафагирей и сам, отдыхая от царственных забот, баловался стишками, выдавая иногда неожиданные рифмы. Еще при дворе первого казанского хана Улуг Мухаммада славился необыкновенным талантом стихотворец Акын Асан Кайгу. После смерти хозяина он вернулся в степь. Песни Кайгу были необычайно популярны среди нагайцев и других тюркских кочевых племен. Удивительно, этот город, Казань имеется в виду, полон поэтами малыми и великими, сказал известный путешественник. Но по-настоящему великих мастеров слова было, конечно, немного. Сын Махмуда Хаджи Мухаммедьяр, один из них, можно сказать, даже первый среди них. Многие исследователи относят творчество Мухаммедьяра к суфизму, считая его последователем величайшего классика средневековой тюркской поэзии Алишера Наваи и философа-суфия Абдрахмана Джами. Суфизм – сложное явление, характерно не только для искусства и философии, но и для других сфер жизни, в том числе бытовых отношений. Суфизм – это жизненная позиция и определенный настрой, отличающийся внутренней оппозицией к существующему порядку вещей. Обычно он возникает в такие периоды истории и в таком обществе, где нельзя открыто и прямо заявлять о своих убеждениях. Для этого используются различные притчи, аллегории, эзопов язык. Высказываются предположения, что Мухаммедьяр был членом тайного суфийского ордена. Это кажется спорным, поскольку поэт, вопреки созерцательно отстраненной философии суфиев, принимал самое активное участие в политической жизни Казанского ханства первой половины XVI века. К тому же его творчество открыто и доступно. Мухаммедьяр говорил о простых и понятных всем вещах. Например, о священном Газавате, необходимости защиты веры и Отечества. Хотя в главных его произведениях Тухва и Мардан «Дары мужей» 1540 год и Нуры Содур «Лучи сердец» 1542 год проглядывают и суфийские мотивы, которые, впрочем, при более широкой трактовке коранических заповедей нельзя считать противоречащими канонам традиционного ислама. Любимая притча поэта о драгоценной жемчужине, найденной в желудке рыбы, повторяется им в разных вариациях несколько раз. Суть ее такова. Простой носильщик дров, не раздумывая, отдает последние 2 танги бедному юноше, которого избивает жестокий хозяин за какие-то долги. В результате бедняга спасен,
но дома дети ложатся спать голодными. Однако есть в мире высшая справедливость. На следующий день носильщик-грузчик обменивает на том же базаре целую вязанку дров на тощую рыбешку, на которую и смотреть-то никто не хочет. Богоугодный поступок обязательно должен быть вознагражден. Носильщик распарывает брюхо рыбы и находит сверкающую жемчужину. Семья благородного бедняка спасена. Рассказ имеет и скрытый подтекст, доступный лишь посвященным в тайный язык восточных образов. Это не просто жемчужина, а некий философский камень, на поиск которого иные мудрецы безрезультатно тратят всю свою жизнь. Это чистой воды суфизм. Но с другой стороны, притча утверждает общечеловеческие ценности, под коими подпишется не только правоверный хазрат, но и поп, и раввин, и буддийский монах, и даже атеист, придерживающийся широких гуманистических взглядов. Философский поиск Мухаммедьяра направлен на открытие универсального ключа, с помощью которого можно разрешить все жизненные проблемы. Это не всеобщая любовь, как у суфиев, в чем они схожи с христианами, а идея справедливости. Все люди, знатный эмир и простой грузчик-носильщик, равны перед Богом, и между ними должны быть справедливые, равноправные отношения. Только справедливость может установить мир и гармонию в семье, обществе, государстве. Лучше 1 час совершать справедливость, чем молиться 60 лет, писал поэт Мухаммадьяр. Несмотря на то, что Мухаммадьяр хорошо знал жизнь ханского двора, и его самого хорошо знали при дворе, он не был придворным поэтом. Главные герои его произведений – простые люди, зарабатывающие себе на хлеб собственным трудом. Поэт причислял к ним и себя, говоря: «Есть в этом городе бедняга скромный». Именно к этим людям было обращено его творчество. «Хочу достичь я в славе торжества, чтоб возлюбил народ мои слова». Поэт часто использовал художественные образы и метафоры классической восточной поэзии, создавая своеобразную базу данных для будущих мастеров слова. Так, несколько веков спустя другой выдающийся татарский поэт Габдулла Тукай в «Разбитой надежде», есть у него такое произведение, использовал обкатанный Мухаммадьяром мыслеобраз «тело – это клетка для души». Мухаммадьяр жил и творил в сложную эпоху кризиса Казанского ханства, когда резко обострились отношения между Казанью и Москвой. Поэт кожей чувствовал приближение неминуемого краха, но главную угрозу видел не во внешнем враге, а во внутреннем. Ханский двор, как ржа, разъедали междоусобные распри, зависть, лесть, безудержное стремление к власти и богатству. И все это на фоне удручающей нищеты простого люда, задавленного непосильными налогами. Справедливость была попрана, нравственные устои расшатаны. Как человек верующий, Мухаммадьяр не мог не знать грозного аята священного Корана: «И заменят вас другим народом».
А как историк, поэт написал, между прочим, историю Казани. Он видел, что это пророчество всегда сбывается. Когда в народе слабеет вера в Творца и нарушаются Божьи заповеди, его ждет наказание, а, возможно, и гибель. За примерами далеко ходить было не нужно. Куда делась Великая Волжская Булгария? А непобедимая Золотая Орда? Их так же, как в свое время могущественный арабский халифат, сгубили распри, роскошь, интриги, забвение моральных принципов, установленных на земле Всевышним. Мухаммадьяр предостерегал: не внешний враг земле погибель шлет, от гнета мук от них улус падет. Кафир грехом себе приносит вред, а гнет страну ведет пучину бед. Но когда правители слушали поэтов... Впрочем, Мухаммадьяр и сам мог стать правителем. Сохранилась его родословная Шажаре Шаяха Дербиша. Родился Мухаммадьяр примерно в 1497 году в семье Хаджи Махмуда, который был внуком одного из первых казанских ханов, а его мать Саулябике приходилась сестрой влиятельному казанскому беку Саину Юсуфу царских кровей. Правда, не чингизидских, а древних казанских. Мухаммадьяр занимал в ханской администрации ответственный пост хранителя гробницы известного государственного деятеля и поэта Мухаммад Амина, что могло быть доверено только авторитетному и знатному вельможе. Но до этого он успел послужить послом в Персии, Иране, куда был отправлен его политическими противниками, которые видели в нем опасного соперника. Однако опасения были напрасными. Мухаммадьяр не стремился к власти, и когда в 1549 году на ханский трон номинально воссел малолетний сын Сафа-Гирея Утямыш, регеншей при котором была легендарная Сюмбике, он ее поддержал. Именно Мухаммадьяр стал инициатором демократических реформ, позволивших ослабить налоговую удавку с крестьян, городских ремесленников, мелких торговцев и принесших славу крестьянской царице Сюмбике, за что он вскоре вместе с ней был заключен в зиндан, в тюрьму. Правда, царицу Сюмбике отправили потом в почетную ссылку в Москву, а Мухаммадьяр был освобожден захватившим престол шахом Али. Ханы в Казани тогда менялись как перчатки. В том же поворотном 1549 году Мухаммадьяр отправляется с дипломатической миссией в Москву, но пропадает там при загадочных обстоятельствах. По официальной версии, правда, Мухаммадьяр пал при защите Казани в 1552 году. 8 августа того же 1549 года великий князь Иван Васильевич хладнокровно отвечает бекам Казани: Махмедьяра, толмача Казанского, убили наши люди в Муроме. По другой версии, он был убит московскими казаками Северги Баскакова. Убийцы были пойманы и казнены. Но в Москве зародилась с тех пор нехорошая традиция дурного обращения с поэтами. Сначала с чужими, а потом и с собственными. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.